Традиции рассказывать страшные истории тюбельте издавна есть в Якутии. И очень многие сюжеты из тюбельте в итоге стали сюжетами для фильмов. Это совершенно особенный жанр для нашего кинематографа, потому что из этого маленького зернышка в свое время выросло большое дерево якутского кинематографа. Итак, 1992 год. Выходит фильм «Сайлык». Здесь обращает внимание очень интересная конструкция самого фильма, потому что фильм рассказывается с точки зрения умершего человека. Герой блуждает по ту сторону нашей жизни и не знает, что ему дальше делать. Фильм очень хорошо передает ту концепцию мироздания, которая имеется в представлении населения Якутии. Получается, что загробный мир, он как зеркальное отражение нашего мира. Сайлык барбарям. Кары багар олакта булуң суга шир ололун масына киллеренерлер. Сок сюда. Мен сайлык барбар. То есть вот такие вот провалы во времени, в расстоянии, в пространствах очень знакомый и распространенный мотив практически всех якутских тюбельте. «Ночная дева», «Түңі кыз», 1999 год. Режиссер Геннадий Багынанов. Қантан сылжаған, қантан келеген. Білбеппен. Қайда қоттым. Жең отын қаннаны. Ол жеғы оққа мен нады бабинне. Это девушка, которая приходит к мужчинам во сне. И она настолько овладевает сознанием, что человек постепенно теряет вкус к жизни. Он перестает интересоваться окружающим миром и постоянно стремится снова заснуть, чтобы вновь встретиться с ночной девой. Итак, этот фильм развивается сразу в двух пространствах. В пространстве сна и в пространстве реальности. И вот самый главный конфликт, когда герой должен выбрать, где ему остаться, где ему лучше, во сне или в реальности. Все это делает фильм очень оригинальным, и его можно интерпретировать по-разному. В том числе и как образ того, что человек, например, предпочитает жить в виртуальной реальности, чем в мире реальном. Кстати, «Түңі кыз» — это один из тех фильмов, которые впервые были показаны в кинотеатре. Было 2 сеанса, и они прошли при полном аншлаге. Но в 1999 году это был единичный случай, и до полноценного проката якутских фильмов было еще далеко. В 1996 год. Выходит фильм «Сеттер-Силь» Элляя Иванова.
сюжет фильма как раз-таки и строится на том, что люди не совсем и не всегда могут влиять на ситуацию, когда духи, либо какие-либо потусторонние сущности начинают предъявлять права на эту землю. В самой якутской мифологии, вообще в фольклоре, злое начало, оно никак не материализованное и не персонифицированное. То есть нету четкого описания, как они выглядят. Как правило, это некие человекоподобные существа, либо некая атмосфера, которая очень-очень сильно меняется. Я. Танто. Фильм Аркадия Новикова 2007 года «Туман Болбут Таптал». Главный герой, молодой парень, влюбляется в девушку-призрака. Призрак начинает регулярно приходить к нему. Он стремится к ней. Но любые такие контакты имеют свои последствия. Его старый отец начинает на глазах угасать, потому что его жизненные силы становятся подпиткой для призраков. Это достаточно распространенный мотив среди якутских тюбяльте, когда человек настолько увлекается потусторонними сущностями, призраками, что перестает их различать. Их реальность становится постепенно его реальностью. «Себеннер Сир», 2008 год, режиссер Константин Тимофеев. Тут интересно тем, что фильм рассказывается с точки зрения сумасшедшей женщины. И мы не понимаем, когда начался сон и когда началась реальность. Когда работает ее воображение и когда вступает в силу реальный мир. Когда логика повествования идет с точки зрения ненадежного рассказчика, главного героя, и когда логика возвращается в земную обыденность. И здесь очень интересно проследить вот этот вот путь, когда человек ищет причину безумия мира и, наконец, находит то, что на самом деле безумен был он. И вот это вот открытие в финале фильма, оно воздействует очень-очень сильно. Не там ты заблудился. Здесь земля тонкая, а небо высокое. Всякое можно встретить. Вот это вот состояние заблудившегося человека в лесу, в пространстве, в измерениях, во времени, когда человек сам теряет самого себя и не знает, где уже его отражение, а где он сам, где настоящий выход, а где лишь отражение выхода. Вот этот вот прием получил дальнейшее развитие в фильме «Феррум» 2015 года, режиссер Прокопий Бурцев.
видим, что общей чертой фильмов ужасов в Якутии является игра с реальностью, с зыбкостью самого понятия «время», когда ты можешь внезапно оказываться в разных точках пространства и времени. Еще до 50-х годов 20 века считалось, что хорроры — это прежде всего монстр. Так вот, подобные фильмы — большая редкость в якутском кинематографе. Но в последнее время якутский кинематограф все-таки стал импортировать монстров из западного кинематографа. Здесь всем известная тема зомби-апокалипсиса по-своему трактуется, потому что в условиях Якутии даже зомби погружаются совершенно в другую реальность. Американецтерден салынмай. Киннер анумын айылдыр бат. Экспериментил кыйыл. Кинелер аңырдыз барда. Зомбилах кинелер. У него трос булай. В этом плане, конечно, очень интересно само направление, откуда пришли эти зомби — Запад. Западное небо в представлении якутов — это небо, принадлежащее демонам. И именно оттуда приходят какие-то страшные сущности. Тур дүйіне, тур. Тоғы. Көміт келі дұғыр. Это осталось. Зомби никак не могут функционировать в условиях Якутии. Как только наступают сильные холода, они застывают, и наши герои вновь оказываются в безопасном для себя мире. Добро пожаловать в Якутию! Oğlar, mine hiyaka, bugün sana klas alayatçıtın ağallım Ата Сардана Николаевна Степанова день. Bilsihen кебихин? Некая молодая девушка устраивается в деревенскую школу учительницей. И вроде бы вполне начинает обустраиваться на новом месте. И вдруг поступает звонок. Умерла дальняя родственница, и ребенка-сироту скоро привезут к ней. С момента прихода девочки начинается какая-то чертовщина. И разбуженные звуками хамуса прилетают люди-птицы. Здесь тоже монстр импортированный. Речь идет о неких птице-людях из острова Пасхи. Скорее всего, все события после вот этого звонка — это лишь образы страха перед новой жизнью нашей главной героини. И как только она справляется с этими страхами, оказывается, что все происшедшие события — это всего лишь сон. И здесь, по-моему, ключ к разгадке этой истории. Қандай күй айтағаны? Түйәбеден болу, баттаттаған де, чақа баттығыд. Бетірі. Ужасы — это особенный жанр для всего мирового кинематографа, потому что именно с помощью них мы погружаемся в бездну и видим другую, альтернативную реальность. Якутия привыкла жить рядом с хтонической бездной.